как будто вот эта эпоха, когда вся страна всколыхнулась, весь мир теперь всколыхнулся, и все куда-то едут, ищут место, где можно найти покой, уцелеть, вот так, как Живаго в Юрятине со своей Ларой среди снегов и лесов искали мир и покой. Подражание Пастернаку. Чуть ночь они топили печь, шел август, ночь были влажны. Сначала клали, чтоб разжечь щепу, лучину, кран бумажный. Жарко, уютно, горяча, среди густеющего мрака она горела, как свеча. И стихли ночи Пастернак. Отдавшись первому теплу и запахом дымка и трели, они сидели на полу и, взявшись за руки, смотрели. Чуть ночь они топили печь, травой сразу занимались, и долго перед тем, как лечь, они растопкой занимались. Ты очертания менял, и из трубы клубился к низу. Дождь припускал по временам, стучал по крыше, по карнизу. Не уставал листву листать своим касанием бесплотным, и вдвое слаще было спать в струистом шелесте тревожном, и вдвое слаще было спать в струистом шелесте тревожном. Чуть ночь они топили печь, плясали тени по обоям, огнями печущая речь была понятна им обоим. Помешивали кочергой печное пышущее чрево, и не жил там никто другой. Леса направо и налево, весь мир помимо их живя был как бы вынесен за скобку, но прогорали уголья, и он вставал закрыть заслонку. Волна могучего тепла, что веяло дымком и тренью, чуть колебалась и плыла над полом, креслом, над постелью, на старой вазочке спиртной, в которой флоксы доживали, и над оплывшей свечой, которую не зажигали, и над оплывшей свечой, которую не зажигали. Чуть ночь они топили печь, и в отблесках ее свечения плясали тени рук и плеч.